чуть особенный гость. Человек увидел нас в интернете, написал мне и приехал к нам из Московской государственной юридической академии Нарек Товмасян. Наш гость. Давайте попробуем. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер, меня зовут Нарек, и, как вы понимаете, знакомиться с людьми не мой конек. Как-то подошел я к девушке: привет, меня зовут Нарек. Как? Барек? Да, Барек из США, Соединенных Штатов Америки, конечно. Нарек редкое имя в России, я так думал. Когда я был в детском саду, у нас был один Никита, один Саша и два, сука, Нарека. Больше шок был у мамы, когда она пришла забирать меня. Ребята, а где Нарек? Какой Нарек? Когда я учился в 10 классе, у нас появился новенький. Его звали Шамиль, ну и как догадались, он дагестанец. Я уже возвращаюсь домой, встречаю по пути брата. Привет, как? Нормально? Вот новый одноклассник, дагестанец. И что, как зовут, Шамиль или Мага? Я так ругаю. Потом задумался, да ладно. Он угадал, потом подумал, да не, это стереотип и все. Позвонил другому другу дагестанцу. И вот уже набрал номер, идет гудок. Алло, Мага, тут такая вообще просто. Но мое имя все еще было популярным. Я это понял, когда мне вслед бабушки говорили: о, опять какой-то Нарек прошел. И я понял то, что мне придется защищать свое имя. Ну, как видите, уши у меня не сломаны, и я решил защищать себя интеллектом. Короче, я беззащитен. И все-таки решил поступать на юридический. Я это называю 5 лет, дней сурка с перерывами на сессию такой. У меня каждый день один и тот же. Просыпаюсь, бреюсь, завтракаю, одеваюсь, бреюсь и выхожу. И вот уже стою на остановке электрички. Электрички — это вообще, я не понимаю, что это. У них какой-то собственный закон джунглей. Не ты решаешь, когда зайти или выйти, а племя. Но я решил схитрить. Я жду, пока племя выйдет, другое племя зайдет, и я за ними. Но тут тоже проблема. Когда я зашел, я понял, что я стою перед дверьми. Половина зала сейчас поймет, утром перед дверьми. Боюсь, зажмет мое достоинство. Сейчас дверь закрывается, и я нос на месте. Но еще больше меня бесят люди, которые вечно что-то продают. Они реально думают, что это кому-то надо. Носки, чехлы для телефонов. Ну, не то, чтобы они меня раздражают, но не люблю я конкуренцию просто. И вот когда я доехал до универа, начинаю изучать законы. И столкнулся с одним из них. Оказывается, заниматься сексом можно с 16, а смотреть со 17. И вот я совершенно случайно 17 снял. Я ждал своего совершеннолетия, конечно, чтобы посмотреть свои ошибки. Был случай, когда мне друг позвонил. Слушай, мне пришел счет на 3000 рублей за услугу секс по телефону. Ну, мне стало интересно, как. Ну, в смысле, что, реально
Столько люди тратят за услугу секс по телефону, когда вживую 2,5. Ну, не то чтобы я жлоб, просто за живой контакт. Всем спасибо, экономьте и общайтесь вживую.